вами Юлия Ульянова, это влог неделька, самый интересный, забавный и полезный за прошедшую неделю. На этой неделе в Инстаграм Оля передала мне прикольную эстафету «Мой мультяшный двойник». Это достаточно сложно решить, потому что у меня мультяшных двойника два. Первый — это русалочка, потому что меня все время сравнивают с русалкой, особенно когда у тебя длинные волосы, тебе говорят Ундина, русалка, и вообще мои подруги меня так называют русалка. И вообще я даже уже не помню, кто это придумал, как это появилось среди моих друзей, то, что я русалочка. Но когда я спросила у себя, кого я считаю своим мультяшным двойником, то ответ был стопроцентный и совершенно сразу. Это Алиса из советского мультфильма 86-го года, где вот такая вот с такой вот челочкой. Я периодически пересматриваю все эти мультфильмы, они мне очень нравятся. И то, как это все сделано, и вообще вся атмосфера. У меня реально иногда ощущение, что я как-то Алиса куда-нибудь попадаю все время. И вокруг меня что-нибудь происходит. И куча разных фразочек и про Джабервоки, 1000 фунтов и очень много всего. Именно из этой истории про Алису, поэтому, наверное, не то чтобы мой мультидвойник Алиса, а вот мир, в котором живет Алиса, это какой-то мультидвойник мира, в котором частенько нахожу себя я. Я вообще показала, что это очень прикольный тег, прикольная идея, я его оставлю вот здесь, поэтому все, кто хочет присоединиться в Инстаграм, просто выкладывайте фотографию своего мультяшного двойника и вот этот хэштег. Я в каких-то видео уже говорила, что сейчас очень активно разбираюсь с кислотами. Несмотря на то, что я пользуюсь кислотами уже очень много лет, я посмотрела на сайте Paula's Choice, мой первый заказ у нее был в 2012 году. И, конечно, именно она меня и сподвигла и научила пользоваться кислотами. И, естественно, к кому я побежала, когда решила побольше и почаще пользоваться кислотами? Конечно, к Оле Биган на сайт. У нее реально шикарная косметика. Я 2 года пользовалась очень активно всеми ее средствами. Естественно, что от всего устаешь, хочется потом чего-то другого, но сейчас, походу, я опять возвращаюсь медленными шагами к ней. Помимо этого, есть отличный ресурс Бьютипедия, совершенно бесплатный. Там можно смотреть составы и отзывы об очень многих продуктов из совершенно разных брендов. Команда Полы просто разбирает их, действительно ли они делают то, что нужно, или не делают. И вообще, соответствует ли их цена тому содержанию, которое у них есть. Поэтому я, конечно, активно и читаю сайты Полы. Раньше слушала ее аудиошоу. И, конечно же, очень много узнала об уходе именно от Полы. Немножко ее косметики есть на Look Fantastic, также есть европейские сайты, и в России что-то продается, но это очень такая маленькая выборка продуктов. Самый большой выбор и возможность сравнить продукты между собой, почитать все отзывы, это, конечно, американский сайт, я ссылку оставлю там внизу. Если еще кому-нибудь будет нужно, то есть скидка на $10, каждый, кто там заказывает, может потом делиться этой скидкой. Вообще, конечно, на этом сайте очень много полезной информации и очень классные продукты. То, что, может быть, кто-то не знает, что Paula Биган прославилась именно тем, что она раскрывала составы всех продуктов, и когда она делала свою косметику, она учитывала именно раздражающие, не раздражающие, работает, не работает. Действительно ли это работает? Есть ли какие-то исследования, которые это подтверждают, либо нет? Поэтому ее продукты, вот, мне кажется, что действительно работают, они очень крутые. У меня где-то даже есть стародавнее видео 2013 года, где я показываю практически всю серию резист, которой я пользовалась на тот момент. В прошлом выпуске я начала с кучи праздников, а что же на этой неделе, разве нет никакого дня, никакого праздника? Нет, в воскресенье День сестры. Поздравляю всех сестер и желаю вам счастья, радости и сестринской любви, потому что это на самом деле какая-то особая уза между людьми, братья и сестры. У меня на самом деле братьев нет, а вот иметь сестру — это на самом деле очень круто. Поэтому всем сестрам большой привет и с праздником. Сейчас очень быстро вот об этом средстве от Ифраше. Уже показывала, что покупала вот эту штучку с миндалем. Очень понравилась помпа, это удобно. И в этот раз попробовал аромат, это манго и кориандр, совершенно просто сумасшедший, офигенный, мне он очень понравился. И вот это средство, вот в отличие от этого релаксирующего, это энергизирующее средство. Оно мне показалось более питательным, чуть менее легким, чем вот это, и точно таким ночным. Потому что вот это я еще использовала днем, а вот это я наношу его на ночь, и утром, когда иду в душ, я еще ощущаю вот такую бархатность и какую-то вот нежность на коже. Так что невероятно довольна этим средством. И также быстренько вот об этом. Это мыло для рук от Nivea. Это разные варианты. Здесь у меня Nivea крем, Nivea Smooth, и есть еще такой же Nivea в белой упаковке. Мои самые любимые мыльца для рук. Я использую только жидкое мыло, и вообще твердое мыло, ну, у меня это нонсенс, это только иногда такие кусочки мыла Султан из Lush. Потому что жидкое мыло все равно более нежное в руки. Я мою достаточно часто, потому что у меня есть такая странная привычка. Я утром умылась, я нанесла первое средство на лицо, и пока оно сохнет, я не могу просто так стоять. И я пошла там стирку сделала,
я нанесла какое-нибудь средство на волосы, либо еще что-то, и после каждого такого нанесения, пока я жду что-нибудь высохнет, мне обязательно нужно мыть руки. Но я думаю, что всем как бы обязательно мыть руки, чтобы на лицо не наносить пыль, грязь или все, что вы потрогали, потому что бывает такое, что между тем, что вы нанесли свой дневной крем и уже там CC-крем или тональный крем или основу под макияж, проходит какое-то время, и вы уже успели что-то потрогать. И вот такое мыло мне очень нравится тем, что оно ухаживает за руками, оно нежное, и после него нет ощущения, что нужно срочно бежать и намазать руки кремом. Естественно, что если постоянно пользоваться мылом и не пользоваться кремом, то будет какое-то высушивание, но это мыло в сравнении с другими, оно гораздо более нежно. И вот на прошлой неделе у меня это мыло закончилось, я поняла, насколько дискомфортно всем остальным пользоваться, поэтому в этот раз я решила запастись. И из 3 вариантов мыла, которые есть, вот синее вот это, мне кажется, что оно самое ухаживающее, понравилось мне больше всего. Но вот это на самом деле тоже неплохое. И белый вариант, мне кажется, что он наименее ухаживающий, но может быть для кого-то это будет как раз то, что нужно. Также на этой неделе посмотрела мультфильм о секретной жизни домашних животных. Очень прикольный мультик, невероятно качественный, очень смешной. Если вы любите мультики, то действительно очень советую. И он именно такой нейтральный, нельзя сказать, что он супер детский, но он не супер взрослый. Там поднимаются очень такие важные вопросы о том, как люди обращаются с животными, и о том, как животные себя чувствуют, если их бросают, если над ними издеваются, еще какие-то такие вещи. И мне кажется, что когда и до детей, и до взрослых людей пытаются донести вот такие важные вещи, это здорово. При этом там нет нуднятины, там нет какой-то сильной большой тоски или трагедии. Все достаточно сбалансировано, а этот момент, когда собаки попали на фабрику сосисок, и то, что они там видят, как сосиски вокруг них танцуют, виляют своими хвостиками, там падают в горчицу, купаются. Вот это, просто это нужно видеть. Очень хороший мультик и для любителей мультфильмов, и для тех, у кого есть дети, очень советую. Еще на прошедшей неделе в Арме закончился фестиваль 3D-рисунков на асфальте, и я смогла найти целых 4 рисунка из 5. Все сделано, конечно, очень здорово, талантливо, я видела, как они это рисуют, и не знаю, какой должен быть мозг у человека, чтобы увидеть вот это вот все в проекции, как это правильно нарисовать, чтобы это потом было 3D. Ну, профессионалы, они везде профессионалы. Ну и, конечно, оставайтесь классными, оставайтесь на позитиве, делайте то, что вам нравится. Ничто никогда не поздно пересмотреть, переделать и сделать свою жизнь такой, как вам нравится. Это все, конечно, процесс, и все начинается с маленького либо большого шага. Вот просто сейчас улыбнуться, сосредоточиться на том, что вы любите, на том, что вам нравится, и сделать что-нибудь приятное для себя. Не для семьи, не для родственников, не для общества, не для друзей, а вот именно для себя. Без чувства вины и сожалений, вот просто потому, что вам это нравится. И получите от этого удовольствие. Ну а теперь Мэри Поппинс готова с вами проститься. До свидания! Но мы с вами обязательно увидимся!